ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота, 17:00. Универсальный спортивный комплекс. Суперлига чемпионата России по мини-футболу. 7-й тур. Клуб «Ухта» принимает Сыктывкарскую новую генерацию. Накануне со счетом 7-5 победили гости. Несмотря на то, что столичный клуб выступает в элитном дивизионе уже 6 сезонов, дебютант заставил изрядно понервничать. Просто посмотрели вчерашнюю игру, сделали определенные выводы. Вот и все. Разобрали те моменты, которые были вчера у нас. Проблемы. Вот и все. Потому что мы Ухту не видели. Мы видели только по тем играм, которые они играли с другими соперниками. В повторном матче первые 10 минут идут практически вровень. Затем ухтинский игрок отмечается автоголом. На поле видна недостаточная сыгранность четверок. Это нехватка игроков. Полевой Алексей Горшков и голкипер Александр Ефимов до сих пор залечивают травмы после сентябрьского турнира «Уральские звезды». Вадим Максимов в пятницу получил 3-ю желтую карточку. Антон Рудых не выходит из-за условий аренды. До перерыва генерация увеличивает разрыв в счете до 3 мячей. Главный тренер ухтинской команды уверен, пропущенные голы надломили команду. После этого какой-то у нас произошел опять небольшой спад, развал. Попытались собраться. Получилось, но не до конца. Хочу отметить игру в обороне команды противников. Сегодня они играли более грамотно, более собранно, можно сказать. Поэтому у нас меньше получалось, чем вчера. В начале второй половины матча ухтинцы регулярно создают опасные моменты у ворот соперника, но уже на 3-й минуте контратака генерации завершается автоголом нашего голкипера. Замена вратаря на 5-го полевого приносит дивиденды не сразу, и гости не упускают возможность атаковать пустые ворота. Сегодняшняя игра была более качественная, мы были более собраны сегодня и сделали большой запас голов, потом играли более спокойно. И про Ухта. Я думаю, Ухта команда очень хорошая, очень мобильная и будет расти с каждым разом все больше и больше. И в дальнейшем с ними будет очень тяжело играть. Но и сегодня Ухте удается пробить оборону соперника. Отличились Дмитрий Костюков и Александр Кузьминых. Кроме того, еще один автогол за сегодня от сыктывкарского нападающего. Итоговый счет 8-3. Победу одерживает новая генерация. Мы проиграли где-то в самоотдаче, где-то проиграли в единоборствах. Вот, и в частности Толес и другие ребята, которые обладают хорошим индивидуальным мастерством, в свой момент реализовали, сделали запас и дальше играли по счету грамотно, то есть в принципе не дали нам даже приблизиться, зацепиться за счет. То есть вчера, если хотя бы были шансы, то сегодня мы смогли забить только в 5-м уже в конце. Сегодня оба клуба активно поддерживали болельщики, но за Ухту были спартаковцы. Год назад между ними и директором генерации возник конфликт. Валерий Белецкий заявил, что не понимает, как можно приходить на матчи своей местной команды и болеть против нее. Поэтому сегодня в конце матча фанаты красно-белых растянули плакат «Своеобразный привет». Висел не больше пары минут. Из-за полицейских лозунг убрали. Появилась информация, что за эту выходку досталось всем. Болельщиков 3 часа продержали в дежурной части и запретили приходить на матчи, а клуб Ухта оштрафовали ни много ни мало на 150 тысяч рублей. Однако пресс-служба наших футболистов информацию опровергла, ведь подобное решение может приниматься только после контрольно-дисциплинарной комиссии.